Добрый день, дорогие мои телезрители. Я вас приветствую на телеканале «Татарстан. Новый век». В эфире программа «Кто мы, татары». В студии автор и ведущий Раиль Фахрудинов. И мы начинаем. Культура улуса Джучи – один из самых ярких, интересных аспектов средневековой златоордынской цивилизации. Ее богатая имперская история оставила не менее богатое культурное наследие. И мой сегодняшний гость – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра златоордынских исследований Института истории имени Шигабуддина Барджани Сайфетдинова Эльмира Кадылзяновна. Здравствуйте, Эльмира. Здравствуйте. Эльмира, когда я говорю, что даже в Википедии есть статья «Литература и поэзия Золотой Орды», у многих это вызывает большое изумление. Для многих специалистов общеизвестные произведения литературы эпохи Золотой Орды для массового читателя, для зрителя остаются неизвестными. И тема нашей сегодняшней передачи – это духовная культура Золотой Орды, поэзия и литература. Но вначале мы с вами посмотрим традиционно небольшой сюжет. Принятие ислама дало большой импульс для развития городов и городской культуры, послужило причиной распространения арабской письменности и письменной литературы. В Золотой Орде получили широкое распространение выдающиеся творения Фердауси и Рудаки, Алмари и Амара Хаяма, Аттара и Низами, Руми и Саади и целого ряда других знаменитых поэтов Востока. Почти все они, начиная с гениального Фердауси с его бессмертным Шахнаме, были персидскими поэтами. Сочинения великих мудрецов и поэтов Востока, прежде всего представителей персидской поэзии, пользовались огромной популярностью среди татар как позднейших времен, так и периода Золотой Орды. Более того, они вдохновляли татарских поэтов на создание своей, собственно, золотоордынской литературы, получившей высокое развитие в XIV веке, в эпоху могущества улуса Джучи. Именно в этот период были написаны такие бесценные памятники средневековой татарской литературы, как поэмы Гульстан Саифа ас-Сараи, Хасров и Ширин Кутби, Махаббат-Наме Харазми, Джумджума Султан Хисама Кятиба, Киса и Рабгузи поэта Рабгузи, прозаическое сочинение Нахдж ал-Фарадис Махмуда ал-Булгари. Некоторые из этих произведений, особенно Хасров и Ширин и Гульстан, являются творческими переводами одноименных поэм Низами и Саади. Однако поэмы Кутби и Сараи были созданы как вольные переводы, проникнутые духом средневекового татарского мира, мира больших городов и просторных степей. Исследователи литературоведы отмечают, что писатели древности и средневековья любили писать свои произведения на основе известных сюжетов. Вершиной становления татарской литературы развитого средневековья, жемчужиной литературного наследия Золотой Орды является творчество Саифа ас-Сараи. Поэт родился в 1321 году в Поволжье, в Камышлах, нынешняя Самарская область. Жил, учился и занимался творческой деятельностью в Сарае, Новом Сарае. Отсюда и низба ас-Сараи. В 80-х годах судьба забросила его в мамлюкинский тогда Египет, где он и умер в 1396 году. Там же создал свои известные поэмы, в 1391 году Гульстан бит-Тюрки, в 1394 году Сухайль и Гульдурсун. Самой знаменитой является первая из них, сокращенно Гульстан, написанная в качестве вольного перевода одноименной поэмы персидского автора XIII века Саади. В конце поэмы приводятся отрывки из произведений 8 тюркских, в основном татарских, поэтов Средневековья, начиная от Мавля Казыя и кончая Харазми. После каждого такого стиха Сараи дает свой стихотворный ответ,
Таким образом, поэма «Гульстан» с приложенными к ней стихами других авторов при комментариях самого Саифа Сараи является своего рода поэтической энциклопедией Золотой Орды. В поэме «Гульстан» утверждаются и воспеваются такие человеческие качества, как справедливость, скромность, верность, щедрость и доброта. Моральные качества людей часто рассматриваются в тесной связи с другими вопросами, прежде всего социальными. Гульстан Бит-Тюрки обогатил тюркоязычную литературу гуманистическими идеями, новыми художественными формами и образами, способствовал развитию литературного языка тюркских народов. Современный исследователь творчества Саифа Сараи и других поэтов Золотой Орды, профессор Казанского университета Минигулов, утверждает, что поэт мастерски использует такие художественные приемы и поэтические формы средневекового литературного мышления, как подражание, ода, четверостишья и короткие стихотворения, а также целый ряд других жанров. В его поэме «Сухайль и Гульдурсун», посвященной трагической судьбе возлюбленных, шахской дочери Гульдурсун и пленного воина Сухайля, есть такие строки. «Померк белый свет, и пропали, как сон, движения вселенной, течение времен. Пустыня сокрыла в песках золотых высокую тайну о гибели их. Честней умереть, не теряя лица, чем ждать малодушно иного конца. Нет подвига выше, скажу тебе вновь, чем юную жизнь положить за любовь. Цени свою женщину, слушатель мой, всегда она в трудностях рядом с тобой. Будь верным ей другом, люби, не серди, в морях ее слов жемчуга находи». Все эти произведения свидетельствуют о высоком уровне развития письменной литературы и в целом духовной жизни в этом государстве, являясь ценнейшими памятниками средневековой восточной поэзии. Многие из них были хорошо известны татарскому читателю и позднейших времен. Их переписывали, передавали из рук в руки, они были любимыми книгами во многих татарских домах. Средневековая татарская поэзия эпохи Золотой Орды – это поэзия тонкой лирики и восточной мудрости, мусульманской ученой духовности и изящной каллиграфии. Это поэзия утонченной татаро-мусульманской литературы эпохи Средневековья. Итак, Золотая Орда имела яркую литературную традицию, представленной яркими именами в поэзии, в целом в литературе. Ну, как-то долгое продолжительное время вот эта богатая златоордынская поэзия была известна очень узкому кругу специалистов и неизвестна практически массовому читателю. Почему так произошло? Причиной тому стало постановление 9 августа 1944 года, которое, в общем-то, было направлено на то, чтобы убрать историю Золотой Орды и не популяризировать эту тему среди массового населения. И поскольку как бы Золотая Орда после как бы издания на Кайсанбетом эпоса «Эдигей» как бы возвеличилась, популяризовалась как эпос, который героический эпос татарского народа. И вот смотрите, что получилось. Вот 40-е, 50-е, 60-е, я бы сказал, даже добрая половина 70-х годов, вроде история Золотой Орды и культура попала под запрет, но не знали, что делать с этой культурой. То есть, получается, татарам оставили политику Золотой Орды, оставили понятие иго, а классиков золотоордынской средневековой татарской литературы просто раздали по союзным республикам. Кто-то стал классиком азербайджанской литературы, кто-то узбекской литературой, кто-то стал классиком казахской литературы. Да, к сожалению, такая тенденция была, но
как вы правильно сказали, и литературой Золотой Орды интересовался очень узкий круг специалистов. Конечно, среди татарских ученых были те, которые старался защищать даже кандидатские диссертации на тему золотоордынского. Но это ведь было тематику. скорее исключение, чем Это правило. было исключение, чем правило, да. И широкому кругу читателей, конечно, неизвестна эта богатая история. Сегодня, благодаря, конечно, вот последние десятилетия, мы видим, что в научном сообществе не только среди отечественных ученых, но и среди мирового сообщества интерес к истории Золотой Орды, он усиливается. Рассвет золотоордынской средневековой литературы на какой период приходится? Рассвет золотоордынской литературы все-таки приходится на XIV век, я все-таки бы сказала. Это все связано с развитием все-таки ислама и возвеличивание ислама в статус уже государственной религии в Золотой Орде. Первые произведения письменные, именно рукописные сочинения, дошедшие до нас, это все-таки сочинения XIV века. Во времена правления золотоордынского правителя Узбек-хана появляется сочинение Рабузи, появляется сочинение Каландар-намы Абу Бакра Каландара. А это были суфийские поэты? Рабузи, он создавал прозаическое произведение «Кысас аль-Анбия». Но мы должны отметить, что кысса — это вообще очень популярный жанр был для древнетюркской тоже литературы. Мы все знаем кыс аль-Юсуф Кулгали, и «Кысас аль-Анбия» вообще это популярный жанр в мусульманском мире. «Кысас аль-Анбия» переводится как «сказание о пророках». И Рабузи — единственное отличие, может, от других сочинений, подобных сочинений у других народов арабских авторов, например, Табари или Ибн Касира, состоит в том, что он написан на тюркском языке для людей, чтобы они... Старотатарском. На старотатарском языке, чтобы они понимали, именно они познакомились с историей пророков. Вот эта богатая золотоордынская литература, она возникла не на пустом месте. Какие-то были истоки этой литературы? Конечно, истоки литературы, очень глубокие корни. Во-первых, это влияние, прежде всего, древнетюркской литературы, которая уже до формирования золотоордынского государства, конечно, это Кулгали, Кайса Юсуф, это Сулейман Бакаргани, Ахмед Ясави. Все их произведения, сочинения, конечно, они были популярны, они ходили в народе и популяризировались в широких массах. Но другое течение — это высокая литература персидской поэзии. Саади, Низами, они тоже были широко популярны. А мы знаем, что некоторые тексты известного поэм Саади, они также были на некоторых зданиях уже золотоордынского города Сарая. Я хотел бы сейчас поговорить о наиболее, на мой взгляд, выдающемся представителе средневековой татарской литературы, творчество которого является вершиной средневековой татарской литературы. Речь идет о творчестве Саифа ас-Сараи. А где он родился? Дело в том, что у Саифа Сараи остались строки из его отдельного стихотворения, где он говорит, что «Я родом из Камышлы, и я стал поэтом в городе Сарая». Саиф Сараи родился в 1321 году. Поскольку средневековые авторы очень мало оставляли биографических сведений о самих себе, мы, конечно, не можем прям точно указать. Но, думаю, поскольку он сам описывал татарские очи, наверное, он был из татарского Камышлы. Одним из первых, кто стал изучать творчество Саифа Сараи, я бы сказал, издал его произведение, это профессор Казанского университета Хатыб Минигулов. Вообще, Хатыб-абы ставят Саиф Сараи в ряд таких выдающихся представителей татарской литературы, как Кулгали, как Мухаммедьяр. Рукописи Саифа Сараи сохранились, и где они хранятся? Рукописи Саифа Сараи, к сожалению, известны только две рукописи на данный момент, уже точно известны. Одна рукопись Китабе Галистан бит Турки, она хранится в Лейдене, это в Голландии.
А вторая рукопись Ядкар-наме, где вошло поэма Сухайль-Гульдурсун Сейфа Сарай и другие стихотворения, она хранится в Узбекистане, в Ташкенте, в Институте рукописи. А как они там оказались? Дело в том, что во времена Сейфа Сараи были тесные дипломатические, культурные, научные контакты с Египтом тогда. Они уже на то время, как Сейф Сарай попал в Египет, а он написал свои сочинения «Голестан бит Турки» и «Сухайль Гульдурсун» именно в Египте, и уже на тот момент, как Сейф Сарай попал туда, уже более 100 лет существовали тесные дипломатические, культурные связи Золотой Орды с мамлюкским Египтом. Все это происходило благодаря еще и тому, что правителями мамлюкского султаната Египта были тюрки по происхождению, и они старались сохранить свой культурный пласт, как бы они свой язык. Известно, что первые султаны, даже вот, правители тюрки, они даже не владели арабским языком и старались общаться через толмачей, вот, переводчиков. В XIV веке, когда уже правил Узбек-хан, эти тесные дипломатические контакты продолжались, даже был совершен династический брак между двумя правителями, то есть султаном Египта и представительницей чингизидского рода. И в дальнейшем, после эпидемии черной смерти, которая состоялась в 1300 чумы в 1948 году, и потом начавшаяся междоусобица, вот, она привела к тому, что многие представители научной элиты вот, из города Сарая и из Булгара, они все устремились в сторону Египта. Многие ученые из именно Сарая, деятели культуры, или они получали образование, стали даже руководителями медресе каирских, а это очень такая должность, которая были достойны только самые достойнейшие. Вот, Эльмира, вы сейчас затронули очень важную уже научную тему. Вот наследие деятелей средневековой татарской литературы, культуры, которые по разным причинам оказались на территории Египта, там ведь они тоже оставили очень большое наследие. И это наследие, оно только еще начинает изучаться. Да, я с вами согласна. Наследие, да, оно даже не, я бы сказала, не изучено. Мне даже попался как-то вот каталог тюркских рукописей из библиотеки Каира, и там написано, что в наличии в каталоге есть Гулистан на тюрки. Они именно включили его в тюркский каталог, не в персидский, хотя они пишут... Потому что он писался на Да, но они писали языке. Гулистан Саади на тюрки. Вот, вот такая надпись, видимо, тех, которые занимался вот каталогизацией вот этого всего. Они, поскольку не владеют сами вот этим языком нашим, поэтому они поняли, что это не арабский и не персидский язык, поэтому ввели вот этот каталог. Вот удивительно, да, деятели культуры, которые проживали в Египте, тем не менее, свои произведения ведь писали в основном, похоже, на старо-татарском языке, не на арабском. Да, для них это было важно. Они очень хотели вот эту идентичность свою сохранить. И ведь Сейф Сараи, когда писал свои стихотворения, он писал с болью вот, об исторических событиях. Вот тот же Сухайль Гульдурсун, где рассказывается на фоне вот событий битвы между Токламышем и Тамерланом. Это же очень важно, это его очень беспокоило очень. Тем более они общались все в культурной своей среде, и они, конечно, обсуждали. Но это еще говорит о том, что Сейф Сараи все-таки находился внутри ученой элиты и внутри именно дворца султана. То есть он находился среди ученых мужей, не просто... А вот еще вопрос, почему они в основном преимущественно выезжали в Египет? Не в Багдад, не в Дамаск, а именно в Египет. Дело в том, что мамлюкский султанат, Египет в то время был очень достаточно сильным государством, и Мекка и Медина тоже находились под протекторатом, как скажем, мамлюкского султаната, и халифы уже, поскольку после падения Багдада, да, в 1258 году... То есть центр после падения Багдада, центр мусульманской культуры находился в Египте. Да. Поэтому они и тянулись туда. Поэтому они туда и тянулись. Они скучали о своей родине, это уж видно и в их произведениях. Но поскольку как бы среда помогала, и они, в общем, общались. И я думаю, что создавали свои произведения на благодатной почве. Но вот в оставшееся время хотелось бы поговорить не только о литературе, но и о науке. Вот в свое время
профессор Московского университета Герман Алексеевич Федоров-Давыдов написал, я цитирую: «Здесь, то есть в Сарае-Бату, культура арабских звездочетов, мусульманской духовной учености, толкователей Корана, математиков и астрономов». Вот это мнение одного из авторитетнейших ученых, специалистов по истории Восточной Европы, средневековой Восточной Европы, Золотой Орды, говорит о том, что в крупных городах, вот в этих мегаполисах Нижнего Поволжья, в Болгорах, проживало большое количество ученых, толкователей Корана, как писал Герман Алексеевич, астрономов. И даже в свое время, вот в поэме «Сухаль и Галдурсон», о которой мы с вами сегодня говорили, ведь имеется такое небольшое поэтическое сравнение, да? Согласно которому ее героиня, увидев своего возлюбленного, повернулась к нему, словно земля, вращающаяся вокруг солнца. Это гелиоцентрическое представление населения Золотой Орды, или это не так? Нужно ответить прежде всего, что наука в Золотой Орде, она была многогранна. Я хочу сказать, что вот писатели, поэты Золотой Орды, они были разносторонне очень развиты. То есть они увлекались и астрономией, и знали какие-то... Они все это показывали даже в своих произведениях. Якут рассказывал о движении Вселенной. У него даже есть такая часть движения Вселенной, например, рассказывает. И тот же Сейф Сараи, конечно, рассказывает о вот... То есть это все не зря. Звезды и Абу Бакр Каландар Руми, который еще был ранее, он тоже, хотя несмотря на то, что это суфийская поэма, как бы он тоже затрагивал вот эти, интересовался этими звезды, миры, как они, вращение, как движется этот мир. То есть все это интересовало. И математика, конечно, играла тоже очень важную роль. Мы знаем, вот мы опубликовали даже отдельное произведение «Тухфа аль-Хисаб», это математическое учебник, который был написан в Золотой Орде во времена правления Узбек-хана. Пока она не введена в научный оборот в полном объеме, как бы еще проводятся исследования, но в всяком случае. То есть, смотрите, Эльмира, что получается? Вот это на самом деле богатое культурное наследие Золотой Орды разбросано по всему миру. Да, конечно. И, к большому сожалению, на территории Татарстана, на территории России из культурного наследия, то, что мы можем, собственно, вот сами изучать это наследие, то есть сами рукописи, они практически ведь не сохранились. Но у нас есть возможность приобрести эти рукописи, да, как бы контактируя с другими странами, да, что они могут нам помочь в этом. Вот тот центр золотоордынских исследований, который вы представляете, Института истории, он в этом плане ведь большую работу проводит. Да, Центр золотоордынских исследований, Институт истории Марджани, конечно, большую работу проводит и в плане как бы консолидации вот ученых со всего мира, и в плане создания как бы поиска, может быть, исследования, изучения именно источников, исторических источников, которых нам недостаточно бывает, да, по причине того, что мало доступности источников именно золотоордынского периода. Но благодаря вот стараниям ученых мы находим и вводим в научный оборот многие источники, вот, в частности, Наджель Фарадис, Махмуд аль-Булгари, который был, да, он был исследован язык, в общем-то, в литературе ученые хорошо знали это произведение, но на русском языке он вот был опубликован только в 19 году. Также вот Каландар Наме, Абу Бакра Каландара вообще найдено было в Узбекистане, и благодаря как бы тоже усилиям ученых он сейчас доступен на русском языке, и любой человек, как бы, который желает, интересуется золотоордынской литературой, он может познакомиться, даже не владея. Не поделитесь планами, секретами, что в ближайшее время планируется по восстановлению наследия литературы Золотой Орды? Может быть, какие-то уже есть контакты с зарубежными коллегами по изучению, изданию этих рукописей?
Ну, мы постоянно работаем в полном контакте. Просто недавно только была выпущена перевод «Семь планет» это крымского автора, что сейчас, конечно, мы в поиске, и меня, например, как лично интересует найти что-то, какое-то наследие Сейфа Сараи в Египте, и вот мы контактируем с Каирским университетом, с профессором, который старается нам помочь. И мне интересно, конечно, обогатить нашу татарскую историю какими-то вот новыми совершенно источниками, которые еще неизвестны нам. Ну, мы надеемся, что это у нас получится. Большое вам спасибо за интересную беседу. Я хочу вам пожелать удачи, успехов в вашем очень благородном труде. На самом деле, наследие Золотой Орды для нас является очень и очень важным, потому что это является частью нашей исторической памяти, это является частью нашей богатейшей культуры, в целом культуры народов современной Российской Федерации и, конечно, прежде всего татарского народа. Я также хочу поблагодарить наших дорогих телезрителей. Пишите вопросы. Скоро увидимся.